Благотворительная акция «Доброе сердце Амарах Сюрех» объявляет сбор средств в помощь Ванессе Мучуруковой 2008 года рождения на изготовление и артезирование аппарата «Экзарт-34» и проезд на лечение в город Волгоград. Диагноз – миелопатия шейного отдела спинного мозга. Чтобы помочь Ванессе, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Ванессе вместе! Уроки доброты – всероссийский проект интерактивных школьных занятий по правильному пониманию инвалидности. В Якутске реализацией проекта занимается благотворительный фонд «Харасхал» с 2014 года. И в течение всего учебного года проводятся подобные уроки для школьников. Уже давно фонд задумывался о расширении команды, поэтому был проведен обучающий семинар для желающих присоединиться к команде тренеров уроков доброты. К нам пришли очень активные, открытые ребята. Вчера мы прошли семинар по пониманию инвалидности, также получили мастер-классы от наших действующих тренеров уроков доброты. И сегодня ребята сами уже разработали свою программу проведения уроков, и сейчас идет защита их программ. Идеальный тренер, на мой взгляд, как куратор уроков доброты, да, он должен быть человеком очень пунктуальным, открытым, жизнерадостным, да, и очень хорошо общаться с детьми, находить общий язык. Молодым людям подробно рассказали, как найти подход к слушателям, приемы взаимодействия с детьми и достижения инклюзии. На последнем этапе обучения состоялся показательный урок будущих тренеров. Каждый выбрал свой подход к программе, и выступления получились разными. Многие из участников – молодые люди с инвалидностью. Тема развития инклюзии особенно важна для них, поскольку им пришлось столкнуться со стереотипами по отношению к людям с ограниченными возможностями со стороны общества, и им есть что рассказать слушателям. Я думаю, что я научился взаимодействовать и со здоровыми людьми, и с людьми, у которых ограничение отличается от моего. Мы узнали больше о Паралимпийских играх, попробовали сами играть в эти игры. Это было очень интересно и захватывающе. Мы играли в игры психологической разгрузки, которые помогают правильному настрою и правильному пониманию. Теперь каждый из нас готовит свои игры, чтобы правильно это рассказывать детям. Такие уроки дают понять здоровым людям, да, чтобы такие люди существуют и они являются частью общества. На уроках доброты люди, пережившие опыт инвалидности, и все стереотипы, связанные с таким восприятием, рассказывают всем детям, разным детям, как детям с инвалидностью, так и здоровым людям, о том, как нам всем важно преодолеть стереотипы и быть на равных. Новая команда в составе 9 человек в ожидании своих первых уроков. За время обучения новые тренера настроились на активную работу. Уроки доброты позволят людям с инвалидностью поделиться своим опытом с детьми и внести свой вклад в развитие инклюзии. Если вы хотите, чтобы в вашем классе провели урок доброты, оставляйте заявки по телефону 8 914 2 705 887. При детском отделении медцентра в Якутске открылись новые учебные классы на 90 мест в рамках образовательного проекта для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях «Учим, знаем». Автором проекта «Учим, знаем» является Сергей Шариков. Подобные классы уже открылись в 25 регионах страны. Проект «Учим, знаем» – это инновационная образовательная площадка для детей, проходящих длительное лечение. Нынче мы стали 15-м регионом, где проводится
вот этот проект «Учим, знаем». Руководителем проекта в нашей республике является первый заместитель министра образования и науки Габышева Федосия Васильевна. Так как дети лежат у нас со всех вузов республики, будет у детей возможность общаться и учиться у своих учителей. Я считаю, что это очень необходимый проект, особенно для нашего региона. Якутия стала частью инновационной образовательной программы поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа открылась в Национальном центре медицины и научно-практическом центре «Физиатрия». Свой вклад в реализацию проекта также вложил благотворительный фонд «Харысхал». Классы оснащены современными интерактивными досками, специальными планшетами, которые заменяют тетради и учебники. Теперь тяжелобольные дети смогут легко освоить материал без отрыва от учебного процесса, а самое главное, детки смогут стать ближе к социальной среде. Прошло хорошо, я общалась с своей учительницей через скайп. Да, это очень интересно. Мне нравится очень предмет математики и русского. Я бы хотела стать врачом-онкологом. Авторам проекта «Учим, знаем» удалось совместить больницу и школу. Длительное нахождение в условиях стационара сильно сказывается на детей. Благодаря проекту дети имеют возможность получать образование и развиваться наравне со сверстниками. Фильм «Весь этот мир» основан на одноименном романе Николы Юн. Главная героиня Мэдди страдает комбинированным иммунодефицитом, и иммунная система не позволяет справляться с инфекционными заболеваниями. Поэтому девушка максимально ограничена от внешнего мира. Мама создает ей особую среду. Таким образом, девушка находится в своеобразной капсуле. Однажды Мэдди знакомится с Солли, который недавно переехал в дом по соседству. Они начинают переписываться и сближаться. Девушка нарушает установленные правила и принимает на свой страх и риск Олли у себя дома. В один момент Мэдди решается на безумный шаг. Она хочет прожить хотя бы один день, наслаждаясь в полной мере миром за пределами ее дома вместе с Олли. Что ждет девушку по ту сторону домашних стен и как отреагирует ее организм на внешний мир, вы узнаете, посмотрев фильм «Весь этот мир». Фильм «Моя левая нога», основанный на удивительных достижениях мужественного человека с инвалидностью, ирландца Кристи Брауна. Браун стал жертвой церебрального паралича. После приговора врачей собственный отец стал считать Кристи недоразумением и считался всеми окружающими неполноценным человеком. Но мать и братья с сестрами постарались сделать все, чтобы мальчик рос с верой в себя и в свое будущее. Любовь матери и семьи, его личное мужество и упорство помогли ему научиться рисовать и писать пальцами левой ноги. Он научился выражать свои чувства к миру с помощью искусства. Кристи мог спокойно коротать жизнь в кресле каталки, но он захотел чего-то большего – настоящей любви. «Любовь с ограничениями» – фильм, вышедший в 2017 году. Главный герой фильма – молодой человек по имени Миша. Однажды он узнает об указе президента, по которому в любой крупной компании должно работать не менее 2% людей с ограниченными возможностями здоровья. Купив инвалидную коляску, Мише удается устроиться на престижную работу с большой зарплатой. Однако теперь у него есть одна проблема – он ни в коем случае не должен раскрыть свой секрет. Чтобы случайно не выдать себя, он записывается в клуб людей с ограниченными возможностями. Благодаря своей жизнерадостности он быстро становится там всеобщим любимчиком и даже влюбляется в милую девушку Марину. Однако, чем дольше главный герой притворяется человеком с инвалидностью, тем запутаннее становится его ситуация. Как же Миша выкрутится из этой сложной ситуации, вы узнаете, посмотрев кинокартину «Любовь с ограничениями». Недавно состоялся первый республиканский форум трудоустройства инвалидов «Вызов времени». Он был посвящен важному вопросу о занятости людей с инвалидностью.
Форум проходил на 5 площадках: ярмарка вакансий, выставка, ярмарка «Трудовой потенциал инвалидов», научно-практическая конференция «Современные подходы к реабилитации инвалидов», дискуссионная площадка по вопросам профессионального обучения и дискуссионная площадка по вопросам трудоустройства. Также благотворительный фонд «Харысхал» принял участие в проведении этого форума. Мы, государство, бизнес-общество и инвалиды должны вместе взаимодействовать, чтобы увеличить трудоустроенных в этом направлении. Да? А трудоустройство зависит не только от того, что есть квоты, предприятие дает квоты или нет. Во-первых, нужно, чтобы сами люди знали, что могут работать и должны работать. С точки зрения Министерства предпринимательства непосредственно нужен для того, чтобы был коннект между предпринимателями и инвалидами. И этот коннект очень хорошо сегодня представили наши предприниматели на своих опытах трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Но этот девиз, я думаю, в целом направлен на то, чтобы расширить возможности наших предпринимателей, чтобы люди не чувствовали себя ограниченными. Среда у нас безбарьерная. Форум посетили люди с инвалидностью, работодатели, представители образовательных учреждений и республиканских министерств, специалисты и участники регионального этапа по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Abilimpics». На сегодняшний день в Якутии работают 6729 людей с инвалидностью, что составляет 27,6% от общей численности трудоспособных граждан с инвалидностью. Сегодня был форум, чтобы люди с инвалидностью помогли найти работу, помогли найти образование, учиться и по специальности работать. Но они обязательно нужны, чтобы люди с инвалидностью тоже чувствовали себя человеком, могли учиться, зарабатывать, общаться с другими людьми и получать новый опыт, обучать других людей. Участники форума обсудили вопросы по профессиональному обучению и трудоустройству. Данный проект направлен на то, чтобы наладить контакт между предпринимателями и инвалидами. Люди с инвалидностью надеются, что в ближайшие годы проблема будет разрешена, и каждый, кто желает работать, сможет иметь эту возможность. Благотворительная акция «Доброе сердце Амарах Сюрех» объявляет сбор средств в помощь Ванессе Мутчуруковой 2008 года рождения на изготовление и артезирование аппарата Экзар-34 и проезд на лечение в город Волгоград. Диагноз – миелопатия шейного отдела спинного мозга. Чтобы помочь Ванессе, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Ванессе вместе!